Министр туризма Теймураз Хишба открыл заседание словами благодарности в адрес экскурсоводов, подчеркнув тот факт, что они выполняют не только предпринимательскую, но и дипломатическую миссию. Именно экскурсоводы во многом формируют имидж нашей страны для гостей. 3 недели тому назад была встреча с представителями экскурсоводов. Очень интересная встреча была. Они мне описали и обозначили те болевые точки, которые существуют в этом бизнесе, в этом деле. После этого ко мне приходили отдельные представители экскурсионных фирм, тоже с предложениями. Мы готовы слышать, мы готовы к совместным проектам. То есть нет никаких постулатов, что вот мы так решили, так и будет. Нет, давайте вместе выработаем те правила игры, которые прежде всего устроили бы вас. Наша какая задача, как министерство, чтобы наша страна была представлена в наилучшем виде, первое. И второе, чтобы история нашей страны не искажалась во время этих экскурсий. Экскурсоводы рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются в своей работе. Среди основных были отмечены нелегальные экскурсии. Лжегиды проводят свою деятельность неофициально, привлекая туристов низкими ценами за услуги. Зачастую у таких экскурсоводов поверхностные знания об истории, культуре и традициях Абхазии. Тем самым они наносят вред имиджу страны. На сегодняшний день мы сталкиваемся с такой проблемой, как частники, которые занимаются сами маршрутами. Это на минивенах, кто-то микроавтобус имеет, частным образом возит туристов без экскурсовода, сам рассказывает что-то, то есть некомпетентно преподносит информацию, неправильную информацию, потому что он не обладает нужной информацией в маршруте. Естественно, мы не можем с ними конкурировать, потому что он работает сам на себя и цену устанавливает сам, какого захотел. То есть он не платит налог, он не платит экскурсоводу, где-то он может провести людей, как своих гостей, свою семью. И я считаю, что над этим вопросом надо задуматься и контролировать. В свою очередь, Теймураз Хишба пообещал всячески помогать добросовестным сотрудникам туристического рынка Абхазии. Контроль за экскурсоводами-нелегалами будет вести отдел контроля Минтуризма совместно с правоохранительными органами. Более того, турфирмы, не прошедшие аттестацию в министерстве, будут строго наказываться. Эта фирма будет оштрафована. Я вот вам прямо сейчас на месте даю обещание лицензионному отделу аннулировать все лицензии этой компании. Работать они не будут. Это вот самое простое, что я могу сделать. Аттестация должна быть у нас обязательно. И второе, абхазский паспорт. Я специально сегодня попросил необходимые подразделения присутствовать. Вот здесь есть начальник отдела, она вот сейчас записывает. Сразу лицензию мы отнимаем. Никакого штрафа. 500 рублей штраф, или я больше так не буду делать. Все закончили. Еще одна проблема туристической отрасли в Абхазии, по мнению экскурсоводов, это наличие мусора в общественных местах. Как только турист попадает в Абхазию, первое, что он видит – отходы на прилегающей границе территории. Это очень бросается в глаза. И, конечно, мы хотим рассказать о своей родине красиво, но, видя такой пейзаж, все портит. А вот где основная часть мусора, самые загрязненные места? Вот экскурсионный транспорт выезжает через дорогу в Сальму, то есть так называемую через яму, да, и вот там есть рыночек, где когда-то продавали мандарины, вот стоят фуры, вот этот рыночек, который огражден от дороги, то есть экскурсионный транспорт туда не попадает, туда попадают только частные машины. Туристы всегда, они достаточно сознательный народ, и всегда подходят и спрашивают: Наталья, а где мусор? Мы начинаем сами его искать, где этот мусорный бак точнее, и, к сожалению, он прям на вес золота, никогда нету его. Начальник управления по курортам и туризму Гагарского района Ахраб Ганба выразил надежду на то, что проблема мусора будет постепенно решаться. В 2020 году у нас действительно, вы знаете, был серьезный спад из-за пандемии. Граница открылась только с 1 августа, и не сразу хлынули к нам туристы, но поэтапно их количество увеличивалось. В городе Гагра мы попытались, конечно же, кардинально изменить некоторые проблемы. В первую очередь, это самая серьезная проблема у нас с мусором. В 2021 году мы ожидаем плюс еще две мусорные машины, благодаря нашему главе города Гагра, это Юрий Львович Хагуш.
Ну и, конечно же, персонал, который работает непосредственно, не покладая своих рук, убирает вот этот мусор. На встрече также обсуждались и другие проблемы туристической сферы страны. И все же, как отмечали ее участники, несмотря на все проблемные точки Абхазии, количество туристов в республике растет. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.